Живу на съемной квартире по адресу Базоркина, 44, квартира 30. У меня дети, которых я не могу отдать в садик, потому что везде у нас просят деньги. Куда не пойдешь. Я много раз обращалась за помощью, но никто мне не помог. Говорят, родственники есть из бедных семей. Мама моя инвалид второй группы, брат болен туберкулезом. Они живут в аварийном щитовом домике. Куда бы ни обращалась, везде игнорируют. Просила помощь хотя бы ради детей, потому что когда не отдаешь за квартплату, выселяют. Да. Людям не интересно, у тебя есть они, у тебя их нету. А с нашей зарплаты муж зарабатывает, работает, и все уходит на квартплату. Когда не бывает возможности, нас выставляют с детьми. Куда бы ни обращалась, везде говорят, обратись к Кадырову. Ты замужем за чеченцем. Обращалась. Сколько раз писала, ездила в Грозный, но нигде ничего не делают, не помогают. Я очень прошу, если есть такая возможность, протяните руку помощи не только мне, а нуждающимся людям. Ведь это все временно. Никто не знает, что его ждет завтра. Просто очень прошу, протяните руку помощи нуждающимся людям. Очень много таких. Помогите нам. Помогите нам. Откройте глаза, увидьте, где есть действительно нуждающие. Не дарите там машины, квартиры певицам русским, которые приезжают к нам, которых по ресторанам развозят. Нельзя же так. Вот, Асма, вы правильно заметили. И вот девушка тоже. Дают артистам такие хорошие гонорары за их выступления, за то, что они приезжают в Чечню. Конечно, популярность их растет. Но простите, но для меня лично это как пир во время чумы. Вы понимаете? Вот как пир во время чумы. Когда рядом горе, когда люди рядом плачут, да, но я не знаю, как у них поворачиваются эти руки, отдавать им эти гонорары. Могли бы эти артисты, в конце концов, благотворительностью и бесплатно заняться. Теперь, значит, я бы хотела еще раз, как бы резюмируя от вас, да, сказать еще раз руководителям региональным. В первую очередь Юнусбеку Баматгиреевичу Евкурову, я озвучиваю ваши, так сказать, слова, которые не раз слышу, и, конечно же, Рамзану Ахмадовичу Кадырову. Почему? И Кадырову, я считаю, даже к нему нужно было в первую очередь. Когда вот мы были в администрации президента Республики Российской Федерации, в администрации президента Российской Федерации нас спросили, а что говорит по этому вопросу, какая точка зрения у Кадырова Рамзана, я добавляю Ахмадовича, хотя было сказано у Кадырова Рамзана, какая точка зрения по этому поводу Рамзана Ахмадовича. Я ответила, я не могу знать, какая точка зрения у него по этому вопросу, и беженцы точно так же ответили. Единственное, нам кажется странным, мы вообще-то жители города Грозного. У нас у всех было жилье, у нас были работы, у нас были близкие, которые погибли. Мы истрадавшиеся, измученные, больные, лишенные работы, нормального образа жизни, бывшие граждане республики Чечено-Ингушетии, Чеченской республики, на тот период она была Ичкерия, жители города Грозного. Фактически наше жилье там, и восстанавливать его должны были, вот как я понимаю, естественно, Чеченская республика. Я не знаю, почему сегодня это не происходит. Не знаю, что на этот вопрос вам ответить, вы обратитесь сами к Рамзану Ахмадовичу.